говорят, в Дагестане хотим спокойствия, мира. Но если хотят мира, спокойствия, надо же людей в покое оставить. 20 августа в Махачкале в редакции газеты «Черновик» прошла пресс-конференция родственников задержанных жителей поселка Новый Хушет и их адвокатов, которые заявили о фабрикации уголовных дел в отношении салафитов в связи с расследованием убийства участкового Шамиля Абдурахманова. По словам участников мероприятия, на тот момент было задержано 12 человек, среди них одна женщина. Родственники задержанных на пресс-конференции охарактеризовали действия сотрудников силовых структур как беспредел. Люди рассказали, как силовики подбрасывали в их дома оружие и наркотики. Даже толком одеться не дали, полураздетые вытащили ее на улицу, потом сами зашли внутрь, дверь закрыли, потом обратно ее позвали, какого-то подростка привели они туда, понятой типа. Потом тети, они кричали, орали, плакали, сказали, нам понятой, давайте мы соседей позовем понятых. Зачем нам ваш понятой? У нас свой, короче. Они сказали, заткнись, у нас свой понятой есть, короче. Потом русскую невесту забрали, их обеих, короче, туда, возле кровати. Под подушкой же поставили наркотики. И вот даже подушка, даже не под простынь, даже не под матрас. Взяли под подушку, поставили пучок вот это наркотики и пули поставили. Вот. Это было 5-6 человек, когда ее оттолкнули. Она сказала, вы что-нибудь подсуньте, оставьте меня. Если вы ищете что-то, передо мной ищите, чтобы не было такого, чтобы вы что-то подставили. Они сказали, рот закрой. Выступившие на пресс-конференции адвокаты задержанных заявили, что сотрудники правоохранительных органов препятствуют их деятельности. Обращался в Ленинский райотдел. Ленинский райотдел официально поясняет, что таких задержанных у них не имеется. Сами материалы дела, они факты подброса, они есть, но меры по ним пока еще не предприняты. То есть они не поясняют, что возбуждено уголовное дело или не возбуждено. На пресс-конференции жители поселка выразили недовольство в связи с тем, что полиция ставит их на учет как ваххабистов. Вот эти списки, которые это все законопослушные, даже больше, чем другие, они и налоги платят, и газ, и свет, и все платят, но их не оставляют в покое. За то, что вот в списке попал. Это законно вот так взять человека, забрать, просто с улицы вот идет чуть-чуть с бородой, взяли его за шкирку, забрали, так, давай, кто ты? А там даже вот были моменты, я в Ленинском был, привезли двоих. Кто такие, говорит? Ну, они именно назвали, так они смотрят, у них нет в списка. А что, говорит, сюда принесли? Ну, закиньте, говорит, что, пускай будет там. Начиная с июня месяца 2015 года по сегодняшний день по Ленинскому РОВД доставлено, не представляете себе сколько, 4300 человек по Ленинскому РОВД. Понимаете, количество. У нас за один день там около 200 человек закинули в список. 200 человек, это же немало. А теперь представь, вот эти взрослые люди, которые 200 человек, все их семьи, жены, дети, туда автоматом идут. Все дети на учете. 16 лет уже все дети. Вот кто на учете? Все дети на учете. Наши дети Да? 12 лет, 13 лет учили за то, что хасаюрте медвесе. Наши дети в учете. Им номерки ставили, уже приходили эти, когда силовики, уже дети наши в учете ставят. Там количество за сотни переводов. Фотографии ставят и как Да, детей номерки ставят, фотографируют детей даже. А как номерки ставят? Ну, нумерация, да, как раньше Нумерация, было. что на это номер открывается, Разыскивайте. ребенок выходит по компьютеру. Что ли, потом поодиночке уничтожить? Поодиночку убирать, что детей. У родителей на список, все дети в списке. По состоянию на 28 августа задержанными остаются 9 человек. Из них 3 избраны меры пресечения в виде 1 месяца содержания под стражей и еще 3 2 месяца. Еще 3 задержанных ждут суда. Комментарии от представителей МВД в связи с заявлениями участников пресс-конференции корреспонденту Кавказского узла получить не удалось. Как будто в Бали по всему этому идет, что сокращение милиции везде, очень большие сокращения. Для того, чтобы их не сократили, они делают вот эту работу. Типа мы работу делаем. Да. Как можно нас сократить? У нас столько ваххабистов.